Экстремизм – это побочное явление того процесса, который Россия производит не только в Крыму, но который она там осуществляет и внутри самой Российской Федерации. Я имею в виду кремлевская действующая власть. Экстремизм может быть нужен там конкретно небольшой прослойке высших силовиков ради новых звездочек на погоны. Главное, что нужно кремлевской власти, не допустить единого, объединенного сопротивления местного населения новым порядкам. И этот процесс, он отработан уже давным-давно, в первую очередь, конечно, в Чечне, в меньшей степени в национальных республиках Поволжья. Противопоставление лояльных там татар нелояльным татарам в Татарстане, подыгрывание конфликту между башкирами и татарами в Башкортостане, про Чечню и про то, что один клан и его союзники там господствуют над другими за счет московских денег, мы даже и не спорим. И теперь в Крыму происходит то же самое. Самый страшный сон для Москвы – это единое выступление крымчан там, общим фронтом против новых порядков. Что нужно сделать для того, чтобы этого не случилось? Нужно точечно репрессировать главных активистов и нужно как можно больше раскалывать крымское сообщество по всем возможным принципам, правам, по всем возможным направлениям. Давать больше денег бюджетникам, пенсионерам и выпячивать военных и давить даже русских, коренных русских средних предпринимателей. Почему? Чтобы средний предприниматель, как независимый человек, был... Это самый известный средний класс, который независим и... Вот его не должно быть вне зависимости от... По социальному признаку так. Иждивенцы да, самообеспеченные люди нет. По национальному и религиозному принципу. Русские против крымских татар по принципу Екатерины Сталина. Как бы уже здесь вне зависимости от социальной прослойки. По религии, вы, если православный, то вы должны ходить в русскую православную церковь, или, по крайней мере, в лояльную русской православной церкви храм, но в украинскую православную церковь вы не ногой, а чтобы у вас не было искушений, никаких таких церквей альтернативных не останется. С исламом происходит то же самое. Вот есть государственный, там, одобренный ислам Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, все альтернативные версии будут подавлены, теперь даже лояльных политических имамов, но которые просто проповедуют что-то не то, будут давить, высылать из Крыма. Ради того, чтобы вот было государственное и утвержденное, а всего остального не было. И вот такой вот раскол, конечно, Сталин, Екатерина, он один из самых ярких и самых заметных, но он далеко не единственный. И, к сожалению, нужно признать, что пока российской власти удается добиться желаемого. Пока раскол вот по национально-политическому признаку, он имеет место, и с воодушевлением, с которым там некоторые там, пророссийские и крымчане, которые там 25 лет в Крыму жили, восстановили памятник Екатерине и водят вокруг него хороводы, он ничем другим не объясняется, кроме тактической победы России. Сегодня без, ну я не знаю, без катастрофы в самой России переломить этот тренд в Крыму будет невозможно.